Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока, и сегодня это семья Акбаровых – Руслан и Резида. Добрый вечер. Мы, семья Акбаровых, пришли на эту программу, чтобы помериться силами, узнать наш уровень татарского языка. Воспитывались мы в похожих семьях, у наших родителей чистокровные татары. Учились мы в одной татарской школе, мы с Русланом одноклассники. И вот было бы интересно узнать, кто из нас все-таки лучше сохранил знание татарского языка. Так как я спортсмен, я жду от этой игры только победы, но, как говорится, игра покажет. На самом деле очень сложно сказать, кто из нас выиграет. Я уверена, что победит любовь. Мам, папа, я желаю вам удачи в игре. Руслан, Резида, правила первого тура нашей телеигры очень просты. Сейчас перед вами появятся две темы. Надо будет решить, кто из вас будет выбирать. И после того, как вы выберете одну из двух тем, я предложу вам 8 слов перевести с русского языка на татарский. Но чтобы было проще, я дам вам 3 варианта ответа. Ответьте правильно, получите 2 балла. Ответьте неправильно, и на вашем вопросе дополнительный балл сможет заработать ваш соперник. Все понятно? Нет. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи», и мы начинаем. Первый тур. Руслан, Резида, 2 темы. Рыбалка, экономика. Кто выбирает? Ну, я уступлю своей жене. Как? Серьезно-то? Резида, рыбалка, экономика, что ближе супруги? Ну, Ты же экономишь. нет, Семейный бюджет. экономику не хочу, я там не сильна. Ну, рыбалка, так как с мужем часто ездим, отдыхаем с палатками, давайте рыбалку. Ну, муж вообще рыбак. Ну, нет, не Не особо. совсем рыбак, но... Да. Все-таки больше рыбак, чем экономист. Да, это точно. Итак, играем в рыбалку, точнее в тему рыбалка вместе с Резидой. Резида, скажите, пожалуйста, как на татарский язык переводится слово «море»? Куль, дингез, бугаз. Дингес. Дингез. Это правильный ответ. Дингез – это море, куль – это озеро, а бугаз – это горло или пролив. Руслан, играем с вами. Как по-татарски будет плавать? Юарга, батарга, юзерге. И мой ответ третий. Езерге. Это правильный ответ. Юарга – стирать, мыть, батарга – тонуть, а юзерге – это плавать. Резида, играем с вами. Тут все сложнее. Как по-татарски будет карась? Кереке, олабуга, жайын балыгы. Это не алабуга. Жайын балығы или кереке. Ну, карась, кереке как-то более похоже. Пусть будет кереке. Пусть будет кереке. Это правильный ответ. Кереке – это карась, алабуга – это окунь, а жайын балыгы – это сом. Итак, Руслан, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «щука». Кипкен балык, шуртан, курбан балыгы. Кипкен балык — это сушеная рыба, я так понимаю. Шуртан. Мой ответ второй. Чуртан. Мне почему-то кажется, что это чуртан. Принято. Это правильный ответ. Кипкен балык – это вобла или сушеная рыба. Курбан балыга – это лещ, а шуртан – это действительно щука. Резида, скажите, чем вы занимаетесь вообще по профессии? Наш коллега. Мы это знаем. Да. Отлично. Вы работаете на телеканале «Татарстан. Новый век» и знаю, что вы увлекаетесь фотографией. Да. Скажите, пожалуйста, откуда такая любовь к фотоаппарату? Ну, я училась в художественной школе. Во-первых, все оттуда пошла моя любовь к искусству. Моя мама была фотографом. У нее был фотоаппарат «Зенит» тогда еще. То есть это прям из поколения в поколение? Да. Потом она себе купила цифровой фотоаппарат, но она с ним
не сдружилась. Но тогда уже я с ним сдружилась, и я его у нее забрала. Сколько лет вы профессионально занимаетесь фотографией? Мне всегда сложно отвечать на этот вопрос, потому что у меня я не могу сказать, что вот именно вот с этого числа я начала профессионально заниматься фотографией. Да. Я профессионально занимаюсь фотографией. Мне всегда сложно отвечать на этот вопрос, потому что это очень часто задаваемый вопрос. И еще один вопрос, который я не могу не спросить. Я знаю, вы учились в одном классе. Кто у кого списывал? Руслан у меня списывал. А, да? Да. Я в скульптуре ей помогал. Потому что он был спортсменом, он мастер спорта по акробатике, он всегда был на сборах, ему было некогда учиться, он просто приходил на контрольные, садился сзади меня и списывал. Дергал за косички еще. Да, дергал еще за косички. Вообще дергал, да, все-таки? То есть это старая традиция дергать? Это было давно уже. Понятно. А когда решили, что все-таки... что это как-то навсегда? Да. Это любовь. В 11 классе, я думаю, когда настал момент, когда после выпускного, когда мы начали расставаться, Реза переехала в Казань. Я остался в Челнах учиться, продолжал учиться. Такое чувство было, как будто что-то не хватает. Она уже была в Казани. Списывать нету. Вот. На репетиторство никто не брал после школы. Пока не потеряешь, не поймешь, как это дорого. Вот мы начали ездить в Казань. Резида, вы в солидарность не пытались заняться акробатикой? Нет. Физкультура это совсем не мое. Вот тогда как раз я позанималась и поняла, что физкультура это не мое. Абсолютно. Мое это фотоаппарат. Да, наверное. Ну ладно, не буду вас так долго мучить. Скажите, пожалуйста, Резида, как по-татарски будет чешуя? Тиен, тенке, тире. Тиен это монета. Или тенке это монета. Так. Тире. Тире это кожа, что ли? Что-то такое. Тогда, мне кажется, тиен или тенке. Ну, тиен пусть будет. Принято. Это неправильный ответ. Руслан, это шанс заработать дополнительный балл на вопросе соперника. В данной ситуации своей супруги. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет чешуя? Тенке или тире? Ну, тире, насколько я знаю, это шкура. Ну, тогда тенке. Мне кажется, тенке. Второй ответ. Принято. Это правильный ответ. Тиен это белка или копейка. Тире это кожа. А действительно, тенке это чешуя. Руслан, я надеюсь, мы не поддаемся друг другу, да, Резида, чтобы... Нет, конечно. Обидеть друг друга, я мне тоже кажется. хочу выиграть. Я знаю, что среди друзей есть некий тотализатор, ставят на победу либо Резиды, либо Руслана. Наши друзья. Я тоже в этой... Сегодня в набережных Челнах абсолютный ажиотаж, потому что все смотрят. А? Ты тоже за Руслана? Я за объективность. Да, Руслан, мы как договорились, я за объективность, да, все правильно? За дружбу и жвачку. Так, Руслан, вопрос остается вам. Как по-татарски будет удочка? Коток, коймак, кормак. Ну, тяжелый вопрос. Тут надо подумать. Ну, коток, каймак — это молочные продукты, насколько я знаю. Кормак, мой ответ третий. Кормак. Это правильный ответ. Коток это котык, коймак это сметана, а кормак это действительно удочка. Как видите, у нас одинаковые по сложности вопросы. Вопросы задаете. Нет, я же говорю, я за справедливость. Так, Резида, как по-татарски будет сеть? Жетме, жойланма, жейме. Ну, это точно какой-то сговор. Не знаю, филологи, доктора наук, специалисты по татарскому языку говорят, что это очень легкий вопрос. Жейме или жетме? Наверное уж. Жейланма — это приспособление. Жейме от какого слова? Ну, жейме, жею, Напоминаю, жеюльген. мы
Ну, тогда ладно, пусть будет жетме. Ну, сеть же стелят, жеелер. То есть жейме или жетме? А что жетме? Не знаю, я с вас спрашиваю. Ну, жейме. Жейме. То есть вам кажется, что сеть это жейме? Ладно. Принято. Стопудов нет. Это неправильный ответ. Руслан. Руслан, вы переживаете, что вот супруга ответила неправильно? Ну, есть чуть-чуть переживания, но Но- я болею за нее все-таки тоже. Но вы спортсмен. Я спортсмен. Представьте, всё-таки. что это финал. У меня цель Да. победить все-таки стоит. Как по-татарски будет сеть? Жетме или жайланма? Ничего себе. Я думаю, это жетме. Тогда жетме. И это правильный ответ. Резида, я пытался вас остановить, если честно, но не сильно у меня это удалось. Жетме это сеть, жайланма это приспособление, а жейме это простынь. Итак, последний вопрос, Руслан, первого тура. Мы выяснили, что закинув удочку кормак и сеть жетме, рыбак поймает рыбу, то бишь балок. А как сказать ловить рыбу? Балок тутарга, балок титерге, балокны ышкындырырга. Балықты тутарға. Это правильный ответ. Балок тутарга действительно ловить рыбу. Балок титерге так обычно не говорят, но это означает разгромить рыбу в пух и прах. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом стандартная программа первого тура подошла к концу. Но в каждой стандартной программе есть некие сюрпризы, которые предполагаются и в нашей передаче. Сейчас мы с вами будем переводить по одному слову с английского языка на татарский. Если вы отвечаете правильно, то получаете 3 балла. Если неправильно, то на вашем вопросе ваш соперник может заработать аж 4 балла. Итак, переводим и начинаем с вас, Резида. Резида, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово water? Су. Су. Это правильный ответ. Отлично, вы заработали свои 3 балла. Итак, Руслан, играем с вами. Как по-татарски будет слово boat? Боут? Boat. Б-О-А-Т. Boat. И ты говоришь, что договорились, да? Так, боут. Даже нет вариантов ответа, даже не могу сказать. Смотрите, иначе мы подарим сейчас Резиде вариант, возможность заработать дополнительные 4 балла. Я все равно не знаю. Тоже не переживай. Она может... Боут, знаю, боут. Boat. About, да, я тоже знаю. И boat я тоже знаю, но в принципе я пока вам не скажу. Напоминаю, что тема рыбалка. Рыбалка. Мы же все в рыбалке с вами. С boat очень удобно рыбачить. Это удочка? А без boat очень тяжело рыбачить. Пусть будет удочка тогда. Пусть будет удочка. А по-татарски это... Ну, на Это- татарский перевод. Удочка. Кормак. Пусть будет кормак. Это неправильный ответ. Резида, есть возможность заработать дополнительные 4 балла. Это очень необходимо. Да, я понимаю. Понимаете, да? Да. Вы молодец. Теперь давайте соберемся и попробуем. Как вам кажется, что такое boat? Boat. Я тоже думала, что удочка это формат. Это некий жайланма для балакше. Ну, я поняла. Хотя можно и без жайланма для балакше, тоже балак тутарга. Я не знаю, я тоже думала, что это удочка. Может, тогда это сеть? То есть вам кажется, что Жетме. жетме. Это неправильный вариант ответа. Дело в том, что boat – это лодка, то бишь кийме. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, на этом первый тур нашей игры подошел к концу. Резида, в первом туре вы набрали 7 баллов. Руслан, вы набрали 10 баллов. Это только начало. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Не переключайтесь. Добрый вечер. Меня зовут Ильсур Нафиков. В эфире телеигра «Переведи».
Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют супруги Акбаровы, Руслан и Резида. По итогам первого тура впереди Руслан, у него 10 баллов. У Резиды 7 баллов. Вы готовы играть дальше вообще? Да. Нет, Хватит нет, на этом? мы готовы. Ну что ж, объясняю правила второго тура. Здесь все очень просто. Сейчас перед вами появятся две темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по итогам первого тура. И это вы, Руслан. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов, которые надо будет с татарского языка перевести на русский. Ну, чтобы было проще, дам 3 варианта ответа. Переведете правильно, заработаете 4 балла. Переведете неправильно, и на вашем вопросе 3 дополнительных балла заработает ваш соперник. Все понятно? Все понятно. Уважаемые телезрители, это второй тур телеигры «Переведи», и мы начинаем. Руслан, Резида, 2 темы: литература и растения. Руслан, вы выбираете. Даже не знаю, что выбрать. Литературу у Резиды было все отлично. Она училась очень хорошо. Ну, давайте растения. Давайте растения. Ну что ж, пока начнем, я бы хотел вас спросить, Руслан, а почему акробатика? Ну, потому что... Изначально это потому, что у меня брат был там. Брат уже у меня старше на 3 года. Он тренировался, и получалось у него очень хорошо, и меня решили тоже туда отправить. Мне кажется, И это мне очень... кажется, было удобно нас двоих туда отправлять. Проводить, встречать. Водить. Мне кажется, это очень опасный вид спорта. Вот я смотрю на акробатов. Ну, травмоопасно, да, согласен с вами. Ну, мастер спорта это дорого стоит, ребят. Здесь стоит поаплодировать у себя перед экранами. Итак, Руслан, как с татарского языка на русский переводится слово «коен»? Береза, ель, сосна. Так, коен. Я думаю, это береза. Вы правильно думаете. Ель это щерше, сосна это норат, а береза это коен. Резида, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «имен»? Дуб, клен, бамбук. Дуб. Дуб – это правильный ответ. Клен – это урянге, бамбук – это хинд комыша, а имян – это действительно дуб. Руслан, как на русский язык переводится слово кашеткан? Трава, куст, крапива. Да, более знакомо это. Крапива. То есть приходилось прямо. Приходилось. Это правильный ответ. Кашеткан – это крапива, трава – улян или щирям, куст – это куак. Играем с вами Резида. Резида, переведите, пожалуйста, на русский язык слово «йофрак». Ствол, лист, стебель. Лист. Гербарий собирали в детстве? Конечно. А Руслан, тоже вы собирали гербарий? Нет, мы с ним еще, наверное, тогда не были знакомы. Может, и были, конечно, но не особо общались. Понятно. Это правильный ответ. Ствол – это кяуся, стебель – это собак, а лист – это йофрак. Руслан, играем с вами. Руслан, скажите, пожалуйста, а был такой момент, когда Резида не давала списывать? Или, не знаю, просто не помогала там? Или отказывалась, говорила, вот ты все время списываешь у меня? Не один раз. Не один раз. Бывало. Бывали такие. А как вы как-то подкупали эти списывания там? Шоколадка. Велосипед домой заносил. Ага. Да, это было в 7 классе. Серьезно. Я вытаскивал велосипед. Мы ездили вдвоем на велосипеде, и я ей помогал вытаскивать. У нас был маленький узкий лифт, и он его так поднимал, ставил его на дыбы. Мне с 9-го этажа мне его спускал, потом обратно То есть вы на поднимал. 9-м еще и жили? Да. Да. То есть, чтобы к Резиде подняться, это случай лифт не работающего? Велосипед еще таскать надо с собой. Вот так брался за руку. Понятно. Да. А записки писали? Нет. А я не письма писал. писали? Вот на сборы ездили? Письма писал. Да. Это уже потом. Это уже когда в Казани да, надо было. когда уже были постарше. Там еще телефонов толком Особо не Да. было, да. И вообще это какая-то романтика такая была. Письма писали друг другу. Да, это было романтично, я тоже Да. помню это прекрасное время. Ну ладно. Итак, 5-й вопрос, Руслан, задаем его вам. Как по-русски будет слово «эрем»? Полынь, лопух, лютик. Ну, между лопухом и полынью выбираю. Я думаю, это полынь. Это правильный ответ. Лопух – это эрекмен, лютик – это козаяк, а эрем – это полынь. Резида, как по-русски будет слово «тигенек»?
кустарник, репейник, щавель. Кустарник. Нет, наверное, куст, потому что ты сказал там какое-то другое слово. Репейник или щавель. Щавель, мне кажется, тоже что-то там другое. Репейник. Репейник. Да. Принято. Это правильный ответ. На самом деле, это самый неприятный момент, когда в твоих волосах оказывается тигенек. Ой, слава богу, никогда такого не было. Тьфу-тьфу. Кустарник – это куаклок, щавель – это кузгалак, а вот репейник – это тигенек. Играем с вами. Руслан, скажите, пожалуйста, как с татарского языка на русский переводится слово «сарут»? Сарут. Шишка, хвоя, пырей. Точно не шишка. Хвоя, пырей. Хвоя, пырей. Ну, думаю, пырей. Пырей. Потому что хвоя, нет, мне кажется. Принято. Вот в такие моменты за мужчин вперед гордость. Это правильный ответ. Шишка – это курька. Хвоя – это лос. А вот сарут – это пырей. Резида. Переведите с татарского языка на русский слово «эрбет». Эвкалипт, папоротник, кедр. Ужас. Ребят, я же первый раз слышу. Никогда не этот. Вы вообще любите всякие вкусняшки, типа миндаль? Кедр люблю. Ну пусть будет кедр. Да я и не подсказывал. Это правильный ответ. Эвкалипт – это эвкалипт, или мэнг яшел агаш. А папоротник – это обага, а эрбет – это кедр. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, по итогам второго тура никто из вас не допустил ни одной ошибки. В сумме за 2 тура, Руслан, у вас 26 баллов. Резида, у вас 23 балла. И то отставание в 3 балла до сих пор сохраняется. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Впереди нас ждет финальный раунд. Оставайтесь на нашем канале. Руслан, Резида, правила финального раунда очень простые. Сейчас перед вами появятся 2 темы. Выбирать будет тот, у кого больше баллов по сумме 2 раундов. И это вы, Руслан. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с русского языка на татарский. Только вариантов ответа в этом случае не будет. Ответите правильно, заработаете 4 балла. Ответите неправильно и дадите шанс заработать аж 5 баллов своему сопернику. Все понятно? Все понятно. Уважаемые телезрители, это финальный раунд телеигры «Переведи». Мы начинаем. Руслан, Резида, 2 темы. Манеры и музыка. Руслан, вы выбираете. Я выбираю манеры. Вы выбираете манеры. Да. А почему манеры? Музыку. Ну, музыка как-то этот... У меня же хорошие манеры. Я думаю, я справлюсь с этим заданием. Итак, играем в манеры, точнее, в тему манеры с Русланом. Как по-татарски будет «пожалуйста»? Сделать что-нибудь «пожалуйста». Дай списать «пожалуйста». Сделайте, пожалуйста. Зинхар. Принято. Это правильный ответ. Резида, все очень просто. Как по-татарски будет «добро пожаловать»? Рахимитигас. Да, я тоже это вспоминаю, школу нашу. Добро пожаловать, Принято. И это правильный ответ. У меня на школе тоже эта надпись. Руслан, как по-татарски будет «уважение»? Старших уважать, старших уважать. Так. Как по-татарски будет? Ты меня уважаешь? Ну, есть. Так, уважаем. Я вспомнила. Ура! Вот в голове крутится, не могу сказать. Уважаемый. Уважение, Зидан Стас. Сдаюсь. Передаешь Сдается. друзья.
Итак, Резида, 5 баллов. Как же по-татарски будет уважение? Хормят. Принято. Это правильный ответ. Хурмят или ихтирам? Это уважение. Резида, напоминаю, что вы умудрились вырваться вперед. Я искренне рада. Итак, Резида, как по-татарски будет извиняться? Сейчас скажу. Этот, как его? Ну, этот. Сейчас. Я вспомнил. Минунан. Гафутендем. Принято. Это правильный ответ. Извиняться действительно гафут энергия. Руслан, скажите, пожалуйста, как по-татарски будет слово сквернословить? Ну, ругаться по-другому, брониться прямо. Да, то есть говорят, при детях это одно слово прям. Даже не материться, я бы сказал, вот так вот. Не знаю, я тоже. Так. Опять нет вариантов ответа. Ну как уж нет, подождите. Сквернословить. Ну ладно, давай уже. Сдаюсь. Окей. На кону 5 баллов, Резида, есть возможность убежать далеко отсюда. Да. Как же по-татарски будет слово сквернословить? Ащулана шо. Принято. Нет, да? Это неправильный ответ. Прикинь, неправильно. Уважаемые участники, уважаемые телезрители, сквернословить по-татарски будет сугэнерге. Точно же. Итак, играем с вами Резида. Как по-татарски будет высокомерный? Ты знаешь? Не знаю. Высокомерно. Не знаю. Нет вариантов. Руслан, я понимаю, что это очень нелегкий вопрос, но тем не менее, как по-татарски будет высокомерный? На кону 5 баллов. Я не... Ну и высокомерно, может, биек. Бик это высокий. Биек. Не могу дать ответ тоже. Сдаюсь. Уважаемые телезрители, высокомерный по-татарски будет такаббер. Говорят, такаббер пишет. Не знала. Руслан, играем с вами. Как по-татарски будет скромный? Скромный. По-татарски скромный, да. Вот Резида, если бы вы были очень скромный такой, может бы он, конечно, и знал, но... Да, ну, Да, наверное. к сожалению, не знаю. Окей, Резида, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как же по-татарски будет скромный? Тайнак. Принято. И это правильный ответ. Ну что ж, Резида, остался 8-й вопрос финального раунда. Скажите, пожалуйста, как по-татарски будет обладающий хорошими манерами? Причем по-татарски это одно слово. Говорят, вот он человек мняул. Да. В какой-то степени вот синоним вежливый, наверное, вот обладающий такой хорошими манерами. Не С знаю. моим именем у этого слова есть кое-что общее. Сур. Серьезный. Не знаю. Нет, я не знаю это слово. Руслан, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Как же по-татарски будет обладающий хорошими манерами вежливый человек? Иисус, да? И, наверное, от слова Ильхамло, может, как... Нет. Их же... Вдохновение. Так.
Но на самом деле у нас с этим словом не так много общего, как минимум хотя бы одна буква. Короче, нас запутал. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, обладающий хорошими манерами вежливый человек по-татарски будет итагатле кыше. Итагатле. Да-да-да, знакомое слово. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, на этом финальный раунд и целиком наша игра сегодня подошли к концу. Хочу вам сказать, Руслан, что все решил финал. И в финале Резеда действительно в корне поменяла все события, которые складывались в первые два раунда. Руслан, вы набрали 30 баллов. Резеда, вы набрали 41 балл. Ого. От компании «Татарстан. Новый век» и телеигры «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. О, класс, спасибо. Это надо было мне уже. Ну, ты несешь мою сумку? Уважаемые телезрители, складывается ощущение, что как бы то ни было, подарки нести все равно Руслану. Вы тоже можете принять участие в телеигре «Переведи» и проверить свои знания по татарскому языку. Для этого позвоните по телефону в Казани 570 50 76. Нам прежде всего интересны люди, владеющие татарским языком не на разговорном, а на начальном или среднем уровнях. С вами была телеигра «Переведи» и я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ Планета и ТНВ Татарстан. Пока-пока. Игра мне очень понравилась, было весело, увлекательно. Хотелось бы, конечно, еще немножко даже поиграть, потому что мне вначале особенно было обидно, что я проигрываю. Тебе понравилось? Да, игра мне очень сильно понравилась. Я рад, что я здесь побывал. Дорогая, поздравляю тебя с победой. Это такой маленький подарочек тебе. Как неожиданно. Малышка, а тебе понравилось? Да. Я люблю вас, мама и папа. И мы тебя тоже любим.